Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмилля, альхамдулиллах. Вассаляту вассаляму аля расулиллах. Причины прощения грехов. И, дорогие братья, мы с вами открыли тему деяния, награда за которых, иншаллах, человек будет получать и после смерти. То есть сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, указывает нам, то есть учит нас совершать определенные благие дела, и награда за эти дела, награду, иншаллах, он будет получать не только при жизни, но и после того, как покинет эту жизнь. И в чем мы с вами говорили важность вот этих наград, а именно в том, что когда человек покинет эту землю, у него, получается, уже не будет возможности совершать ни пятикратный намаз, потому что когда ангел смерти забирает нашу душу, мы перестаем совершать пятикратный намаз, мы не можем уже поститься, мы не можем совершать хадж, мы не можем и спрашивать у Аллаха прощения, потому что вот все эти дела, они, альхамдулилля, являются самыми большими причинами того, что Аллах прощает нам грехи. Вот этих причин у нас уже не будет. То есть вот этих двери именно прощения Аллаха уже не будет. То есть он не сможет там ни намаз читать, ни садака давать, ни хадж совершить. Это первое. А второе, если на этой земле у нас есть возможность совершать благие дела, но у нас нет расчета, еще с нас никто не спрашивает, так ведь? Вот когда человек уже оказывается там, он начинает уже давать отчет, то есть с него уже начинают спрашивать. Мы знаем с хадиса, когда хоронят мусульманина, хоронят человека, то он слышит шум сандали, так ведь, шум сандали, то есть обуви, и когда шаги уже перестают слышаться, к нему приходят ангелы. И ангелы начинают у него уже спрашивать. Поэтому спрос есть, а он уже ничего не может делать. Поэтому люди будут нуждаться в этих благих деяниях. Люди будут нуждаться. И, альхамдулилля, если вот они при жизни совершали именно те деяния, которые будут приносить пользу другим, и после его смерти, иншаллах, он будет получать за это аджр. Поэтому мы с вами приводили хадисы. В одном хадисе мы говорили 7 благих дел, в втором хадисе 4, третий хадис 4. Так ведь, и вот как бы подытожили, что кто направит в правильное русло реку, чтобы река начала приносить пользу, так ведь, то есть это вода. Вода, она необходима для жизни. Особенно в прошлом, когда не было системы водоснабжения, когда люди напрямую, они были связаны с первоисточником, да? Пусть это будет колодец, пусть это будет какой-то родник, пусть это будет речка, то есть их жизнь, она напрямую была связана с этим источником воды. Кто вырыл би'ран, то есть колодец, тоже вода, так ведь. Антарака садакатан джариятан мин багдихи, то есть кто оставил после себя садака джария, то есть который будет приносить пользу и после его смерти. Пусть это будет дерево посадил или мечеть построил. Ну, про это мы с вами приводили хадисы, так ведь. Ман варратха мусхафан, кто завещал после себя мусхаф, книгу Аллаха, Коран. Ман мата мурабитан фи сабилиллахи, кто погиб, охраняя на пути Аллаха, так ведь. Ваман тарака валадан ау акибан ястагфиру лаху, и кто оставил после себя сына, дочь, то есть детей, которые будут просить истигфар, прощение за отца или за мать, так ведь. И следующая наша тема была, что можно дарить, то есть что мы можем посвящать аджр, то есть награду каких дел мы можем посвящать
нашим усопшим именно братьям и сестрам. Потому что если человек умер без имана, то даже если мы израсходуем все золото, все серебро на пути Аллаха, то ничего им это пользу не принесет. То есть здесь самое первое условие, чтобы человек умер с иманом, с таухидом. Если этого не будет, тогда мы бессильны. Мы бессильны. Это вот как раз пример. Абу Талиб, когда умер, да, Аллах Тааля запретил пророку, саллиллаху алейхи вассалям, просить за него дуа, просить за него прощения. Поэтому даже пророк, будучи самым любимым рабом Аллаха, будучи самым великим созданием Аллаха, даже у него, Аллах даже ему не дал права просить прощения за его дядю. Поэтому это первое условие. Если этого условия нет, все, мы ничего не сможем сделать. Но если это был мусульманином, если у него был иман, таухид, то, альхамдулилля, есть конкретные дела, аджр которых мы можем посвящать нашим усопшим братьям и сестрам. Мы с вами говорили, что в этом есть разногласие. Среди ученых есть разногласия. Поэтому есть ученые, которые полностью запрещают, то есть они отрицают, что мы ни одно дело не можем посвятить другим. То есть мутлакан. Они говорят, что никакого такого дела нет, аджр которых мы можем посвятить кому-то, подарить кому-то. Это как раз позиция имама Малика, то есть это масхаб маликитов, да. Но самый здесь лояльный позиция, это мы с вами говорили, для кого-то это может быть странным, да, это Ибн Таймия. То есть он говорит, что джаваз ихда thawab, то есть ма ятааббаду бихиль мар'у лиль маййити мутлакан. То есть человек, что он совершает при жизни, то есть аджр, награда за эти дела он может посвятить. Это пусть чтение Корана, он может там и пост посвящать, особенно пост, который он должен был сделать, так ведь, то есть у него долги, он может садаха давать, он может хадж делать и так далее, и так далее. Какие-то дополнительные молитвы. Поэтому это позиция Ибн Таймии. Что касается имам Ахмад, имам Шафи'i, здесь уже имам Абу Ханифа, рахимахумуллах, то есть здесь есть уже разногласия. То есть что-то они разрешают, что-то они запрещают, но это такая большая тема, вот как раз про чтение Корана. То есть может ли человек читать Коран, суры, да, с мусхафа, так наизусть, с таким намерением, чтобы награда, а мы знаем, за каждую букву человек получает 10 аджров, да, 10 благих дел. Может ли он читать с таким намерением, чтобы награда за это чтение была, иншаллах, достигла нашего усопшего какого-нибудь брата, там, сестру, там, мать, бабушки, дедушки, да? Имам Ахмад говорит, что это да, что может. То есть хамбалиты говорят, что можно читать Коран. Некоторые шафииты говорят да. Хотя говорят, что сам имам Шафи'i, он не принимал это. То есть он это запрещал. Так же, как имам Малик. То есть можно ли дарить аджр за чтение Корана лиль амуат, то есть усопшим. Ибн Абидин, это ханафитский ученый, говорит, что это можно. Некоторые ученые говорят, что здесь касается только его детей собственных. То есть это его чадо, это его воспитанники, он их воспитал, поэтому никто попало может читать Коран за усопших, а именно вот когда его дети, его внуки, его наследники будут читать, получается, он будет за это получать аджр. Это позиции некоторых ученых. Поэтому альхамдулилля, как бы разногласия они есть, но поэтому большинство ученых говорят, что рибадат малия, то есть те поклонения, которые связаны с имуществом, как бы большинство ученых говорят, что это можно. То есть можно садака давать, можно там, вот все, что ты с помощью денег делаешь, все это можно. Ты можешь там где-то колодец заказать, да, там водой снабдить, там еще что-то. Это все, говорят, можно. И мы с вами приводили, несколько хадисов привели, да? 1, 2, 3, 4, 5 хадисов. И вот где мы остановились.
Следующий хадис. Абу Хурайра, ради Аллаху анху, передает, тут еще несколько у нас хадисов осталось, как передает Абу Хурайра, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ида маталь инсан», когда умирает человек, инкатаа анху амалиху, то есть все его дела прерываются. Все. Намаза нет, поста нет, истигфаров нет, дуа нет, зикров нет. Все, человек умер. Илля мин салясат ашья. Кроме 3 дел. То есть только из 3 источников, получается, он будет получать что? Аджр. Аджр. Первое это илля мин садакатин джария. То есть через садака джария. Именно джария, то есть это та садака, которая продолжает приносить кому-то пользу. Мы с вами говорили. Он посадил дерево, да, он умер, но то дерево, которое он посадил, вырастил, оно до сих пор приносит плоды. Люди получают, альхамдулилля, пользу от того, что он сделал. Он сделал дорогу, люди ходят, ездят по этой дороге. Каждый раз, когда люди будут проходить, ездить по этой дороге, ему будет аджр. Он построил мост, люди переходят через этот мост, люди получают пользу, он получает аджр. Построил мечеть, то есть все это входит туда. Построил мечеть, люди пользуются этой мечетью, может быть 100, 200, 300, 500 лет, он будет получать за это аджр. Он будет получать за это аджр. Вот если как бы вот так посмотреть, да, даже мечеть вот строить из дерева или из камней, да, вот в Казани очень много было, но они деревянные были мечети. Ни одна мечеть не осталась. А каменные остались. Вот тоже вопрос такой, да, строить из дерева или же из камня. Ну, если все-таки строить из камня, шансов будет больше, иншаллах, что твоя мечеть, она будет стоять дольше, и люди будут пользоваться этой мечетью дольше, и, соответственно, аджр ты будешь получать больше. Может быть, кто-то больницу построил, может быть, кто-то школу построил, мадраса построил. То есть любое дело, которое приносит людям пользу. Например, там Багана башина уткуйды, да? Где-то в деревне, например, не было освещения, он повесил освещение, люди пользуются этим освещением. Альхамдулилля, ему будет аджр за это. Аджр. Садакатун джария, то есть именно садака, который, альхамдулилля, продолжает приносить пользу и приносить ему аджр, иншаллах. Садакатун джария, ау ильмин юнтафау бихи, или же оставил знание, которым пользуются. Он оставил знание. То есть он научил своим шакирдам, ученикам читать Коран. А его ученики научили своих учеников. Вот так то знание, которое он оставил, каждый раз, когда пользуются его знанием, альхамдулилля, ему будет за это приходить аджр. Или, например, он научил кого-то намаз читать. А он умер, а этот еще живет 10 лет, 20 лет, там, 30, 40 лет. Это же он научил его намазу. Иншаллах, он будет за это получать аджр. Ему идет аджр. Потому что он оставил знание, которым пользуется. Ау валядин салихин яд'у лаху. Или же оставил ребенка, сына, дочь, праведного, который будет взывать к Аллаху за него. То есть будет просить за него истигфар. Истигфар. Этот хадис ахраджаху Муслим, Бухари. Но Бухари не в Сахих, а Адабуль Муфрад. Абу Дауд, Ан-Насаи, имам Ахмад. Следующий хадис, тоже повторение, можно сказать. Абу Катада передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: хайрун, то есть лучшее, что может оставить человек после себя из благих дел, да, то есть это 3 дела. 3 вещи, которые может оставить после себя. Это валядун салихун яд'уля, это праведный ребенок, который будет просить за него, то есть за отца, за мать, так ведь. Васадакатун таджри, и садака, которая продолжает приносить пользу, и, иншаллах, каждый раз, когда будет приносить пользу, награда за это садака будет достигать его. И ильмун ю'малу бихи мин ба'дихи, то есть это знание, которое люди будут использовать после него.
Этот хадис Ибн Маджа передает, Ибн Хиббан сказал, что это сахих, Ибн Абдельбар и так далее, и так далее. Вот все эти хадисы, они являются как бы доказательством того, что вот действительно, хотя жизнь человека прекращается, но то, что он после себя оставил, это приносит ему пользу и награду, иншаллах. Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает следующий хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: из того, что встретит, найдет верующий из его дел, ва хасанатихи ба'да маутихи, то есть из того, что встретит после смерти верующий с его дел, посланник Аллаха начал перечислять. «Ильман аллямаху ва нашараху» – это знание, которому он научил и которое он распространил, первое. «Ва валядан салихан таракаху» – второе – это праведный ребенок, которого он оставил после себя. «Ва мусхафан варратаху» – и мусхаф, который он оставил после себя, завещал. «Ау масджидан банаху» – или же мечеть, которую он построил, про это мы с вами говорили, да? «Ау байтан либнис сабили банаху» – или же дом для путников, мусафиров, то есть путники, они пользуются этим домом, и каждый раз, когда они будут этим пользоваться, он будет получать аджр. Ау нахаран аджраху, или же река, которую он направил в правильное русло, да? Ау садакатан ахраджаха мин малихи фи сиххатихи ва хаятихи ялхакаху мин багди маутихи. Или же это садака, пожертвование, которое он вывел, то есть которое он дал из своего имущества фи сиххатихи, когда он был здоровым, фи ва хаятихи, и когда он был жив. То есть когда он был здоровый, когда он был жив, он дал это пожертвование, и вот это настигнет его все это настигнет его после смерти. То есть он будет получать, иншаллах, аджр после смерти. И что касается дуа, то есть дуа, когда мы, взывая к Аллаху, мы просим Аллаха не только за себя, а просим Аллаха и за наших усопших братьев. То есть мы обращаемся к Аллаху, чтобы Аллах простил им грехи, чтобы Аллах вел их в райские сады, чтобы Аллах расширил их могилу, чтобы Аллах избавил их от адских мучений и мучений в могиле. То есть вот это есть дуа. Ученые говорят, что дуа это все-таки немножко другое, потому что дуа это не то, что мы дарим кому-то, да? Мы там совершили какое-то благое деяние, например, вырыли колодец и сказали: «О Аллах, пусть это будет подарком моим для моего отца», например, пусть аджр будет, который люди каждый раз, когда будут пить из этой колодца, пусть аджр будет моему отцу. Вот это здесь как бы это подарок, это мы посвящаем. А дуа это как шафара, это как ходатайство, как заступничество. То есть мы заступаемся за какого-то брата, мы заступаемся за нашего отца или за наших ученых перед Аллахом. Шафарат делаем. И доказательством этому, конечно, это в первую очередь аят, кроме хадисов, это аят суратуль Хашр, сура Сбор, 10 аят, где Всевышний говорит: «Валлазина джау мин ба'дихим», и те, которые пришли после них, то есть это последующее поколение, якулун, они говорят: «Раббана гфир лана», «О Аллах, прости нам наши грехи, вали ихванина аллазина сабакуна бил иман», и нашим братьям, которые опередили нас, сабакуна биль иман, которые опередили нас в вере. То есть они не в том значении, что опередили нас в вере, что лучше были нас, а которые уверовали раньше нас. То есть которые стали верующими раньше нас. То есть прости нам наши грехи и прости кому? Братьям, которые жили до нас. Вот это есть доказательство того, что мы можем просить за наших усопших братьев и сестер. «Валя тадж'аль фи кулубина гилля», и не насаждай наши сердца гилля, то есть злобу, ненависть по отношению к кому? Лилладина аману, по отношению к верующим.
по отношению к верующим. Это суратуль Хашр, вот 10 аят. Как раз вот этот аят, это есть доказательство того, что мы можем просить у Аллаха дуа за наших умерших братьев и сестер. А что касается хадисов, альхамдулилля, хадисов много. И вот даже то, что вот этот хадис от Абу Дарда, от Умму Дарда, они передают этот хадис, да, как бы не то, что даже является доказательством, а он призывает нас, чтобы мы просили не только дуа за себя, а за наших братьев, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Да'ватуль муслим», мольба мусульманина ли ахихи, за своего брата, бидахрил гайб, за его спиной. То есть, когда он не видит. Потому что, когда брат перед тобой, да, и когда ты за него дуа делаешь: брат, как тебя зовут там, да, Абдулла, давай я за тебя сейчас дуа сделаю, да, машаллах, он такой радуется. Здесь, братья, искренности уже не будет, так ведь? То есть мало будет искренности. А когда ты делаешь за этого брата дуа за его спиной, вместо того, чтобы кто-то гайбат делает за его спиной, а ты за него дуа делаешь, да? Ты просишь, чтобы Аллах Тааля, например, дал ему праведную жену, он, может быть, брат этот жениться не может, да, или там у него долги, ты можешь дуа делать, чтобы Аллах дал ему имущество халяльное, иншаллах, баракат дал его имуществе, да, но и за его спиной. То есть не потому, что чтобы, не похвастаться или чтобы он тебя там похвалил, да, нет, ради Аллаха. Вот именно за его спиной, когда он не видит, мустаджаба, вот эта мольба, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал мустаджаба, то есть она непременно примется. А брат, который умер, да, ты же перед ним не можешь уже похвастаться. Ты же не можешь сказать: а вот, брат, я за тебя дуа сделал там, да, альхамдулилля, ты за его спиной, получается. Я здесь тоже. «Айнда расихи малякун муаккаль», и над его головой будет находиться ангел, специальный, прикрепленный ангел, которого Аллах отправляет. «Кулляма да'али ахихи бихайрин», и каждый раз, когда он будет просить за своего брата что-либо благое, да, что-либо благое, «Каля аль-малакуль муаккаль бихи», вот этот ангел, который специально прикреплен к нему, да, он будет говорить: «Амин валяка бимисли». То есть он будет говорить «Амин», чтобы твоя мольба принималась, да, и «валяка бимисль». И вот тебе такая же мольба. То есть за тебя такая же мольба будет. Например, ты просишь баракат его жизни, счастье, да, вот с такой же мольбой вот этот ангел будет обращаться к Аллаху за тебя. Этот хадис в сборниках имама Муслима, Абу Дауд, имам Ахмад, то есть от Абу Дарда, радийаллаху анху. И поэтому, альхамдулилля, есть еще дуа, когда мы посещаем могилы. Так ведь? Когда мы посещаем могилы, в сунне есть дуа. Сначала приветствие. Ассаляму алейкум я ахляд дияр, я ахлял кубури миналь муслимин, ва инна иншааллаху бикум ляхикун. Так ведь? И потом уже идет дуа. Чтобы Аллах простил им грехи, чтобы Аллах принял их благие деяния. То есть вот этот дуа в сунне есть. Это тоже указывает на то, что мы, альхамдулилля, можем просить Аллаха и должны просить за наших усопших братьев и сестер. Поэтому, хадисов много, но времени не так много, поэтому давайте эту тему потихоньку закрываем. То есть если подытожить, автор книги, получается, несколько еще причин нам дает с этих хадисов. Первый — это ат-тасаддук аниль майит, это садака за усопшего. Валь-идху анху, это освобождение рабов. Альхамдулилля, сегодня рабов нет, так ведь? Но мы с вами хадис читали, когда умер один сподвижник, и он оставил завещание своим сыновьям, чтобы они освободили 100 рабов. Так ведь? 100 рабов. Одному 50, второму 50. И когда один освободил 50 рабов за своего отца, когда он сказал второму, своему брату, что тот должен 50 освободить, да, он сказал: я ничего не сделаю, пока
не спрошу у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть можно ли это сделать? И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннаху лау кана муслиман», если ваш отец был мусульманином, то если вы будете освобождать рабов, или будете давать садака за него, или будете совершать хадж, все это достигнет его. То есть все это он получит, за все это будет, он получит аджр. Поэтому садака, освобождение рабов. Ну, что касается садака, тут можно приводить очень много вариантов. Так ведь? Очень много вариантов. Потому что можно давать просто кому-то садака, можно с помощью этих денег что-то построить, да, что-то купить, что-то приобрести, решить какую-то проблему, то есть заплатить, закрыть там долг. Очень много, очень много. Даже вот слово садака раскрывает нам много-много возможностей. Так ведь? Аль-хаджу аниль маййит, то есть это совершать хадж, паломничество, или же умру за усопших, но есть свои эти, да, условия. Также пост. Но что касается поста, все-таки много ученых говорят именно про один вид поста, это саумун надр. То есть это когда человек при жизни дал обет. То есть что такое недр? То есть это обет. То есть он обещал Аллаху сделать что-то. И вот это обещание, оно для него ваджиб. Но он не успел это сделать. Например, он обещал, что если там у него ребенок выздоровеет, он обязательно забьет животное. Там, например, корову, да? Корову. Он не успел. Но это ваджиб на нем. То есть, получается, его наследники это должны сделать. Это должны сделать. И что касается поста. Поста, вот есть ученые, которые говорят, что если человек обещал Аллаху поститься, но не успел, да, то уже те, которые остались после него, они возмещают этот пост. Они возмещают этот пост, и, иншаллах, он получит за это аджр. Но здесь они приводят несколько хадисов, вот просто один такой, как бы для меня интересный он такой хадис. Абдулла ибн Аббас передает, что к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришли люди и спросили про женщину. Эта женщина, она осталась в море, то есть, может быть, шторм был, еще что-то, да, и ей было очень страшно, и она дала обет Аллаху, что если Аллах, если она спасется от этого моря, от этого шторма, да, то она целый месяц будет поститься. Целый месяц. Но она не смогла. То есть умерла, она не успела. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда подошли, спросили про это, он сказал, что да, они могут поститься за нее. И это достигнет ее. Поэтому, есть хадисы, которые указывают на то, что саумун надр. И также ученые говорят, что еще про долги. То есть человек, например, оставил сауму Рамадан несколько дней, болел, может быть, да, это как бы на нем, и он умер. То есть вот его, получается, родные могут это закрыть. Вот это тоже, я еще раз говорю, например, тот же имам Малик говорит, что нет, ну, про саумун надр и так далее, и так далее. Следующая причина, ну, пока не перешли к этой причине, просто несколько слов, дорогие братья, про именно права наших усопших братьев, потому что чем больше братьев, чем больше умма, тем, наверное, и мы будем терять наших братьев и сестер, и тем больше мы должны говорить и о их правах. Потому что я вот все время, когда еще был шакирдом мадресе, да, я вот все время не понимал, почему вот мы, молодежь, про права наших умерших родителей, бабушек, дедушек, про умерших братьев, сестер мы говорим мало, а вот все-таки наше старшее поколение, да, бабушки, дедушки, они вот каждый дуа, они начинают именно с этого. Именно с этого. Вот я все время задавался вопросом, вот почему так? Почему нам эта тема не интересна? Почему вот даже многие вот сегодня, когда мы общаемся с братьями более молодыми, они не понимают это. То есть у них вот какова доля, какой процент прав наших усопших, родных, близких, братьев, сестер, да, во время дуа. Вот спросите себя, вот сколько вы раз в день, поскольку там, я не знаю, минут, у кого-то секунд, может быть, да, обращаетесь к Аллаху с мольбами, да, и каков процент, вот какова там доля наших именно усопших родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, да. Вот у молодых это очень мало.
А вот если вы посмотрите, послушаете наших бабушек, дедушек, да, пожилых, у них это много. У них большая часть дуга – это именно права, абием, бабам, да, брат мой, дядя мой там. И вот я все время задавался вопросом, почему так? И вот на это много причин. Во-первых, когда ты молодой, у тебя еще умерших близких мало. Потому что родители еще твои живы-здоровы, еще бабушка жива, дедушка. Да, вот там дальше кто-то есть, но ты их не знаешь. Поэтому как-то вот еще друзья все живы-здоровы. Так ведь? Альхамдулилля, семья, все с тобой, поэтому ты за них и дуа делаешь. Так ведь? А у пожилых, вот чем ты старше, тем ты теряешь больше. У тебя уже нет бабушки, дедушки, и ты начал уже скучать по ним, да? И ты начал их потихоньку, они начали входить вот в эту долю, да? Ты начал вспоминать про них. Потом к этой бабушке и дедушке рядом стали твои мама и папа, и они покинули. Потом твой брат, сестра, тетя, их все больше и больше. И поэтому как-то ты начинаешь больше о них задумываться. Потом твои друзья начали выстраиваться. Да? Потом ты сам там. Так ведь? Поэтому вот мы молодые, ну, к сожалению, пока этого мы не понимаем. Мы не понимаем. Но чем ты старше, чем ты больше теряешь, вот, тем больше ты начинаешь задумываться об этой теме. Потому что вот даже многие братья, да, когда мы начинаем там обсуждать, ну, у нас же больная тема, да, вот ШС, ЖДС, КРЖ, да, 3, 7, 40. Я сейчас не буду там доказывать эту или эту позицию, да. Нет, вот мне вообще это не интересно. Вот когда та молодежь, которая отрицает, что в сунне нету 3, 7, 40 дня, к сожалению, она закрывает для себя не только вот эти 3, 7, 40 день, да, годовщину там, они закрывают совсем эту тему дуа. Для них это вот эта дуа, чтобы ты за братьев усопших попросил, тоже превращается для них в бидагат. То есть даже если кто-то отрицает это, я не хочу сейчас ему доказывать, это нужно, не нужно, да, я хочу сказать, что отрицая вот эти дни, нельзя отрицать, что есть дуа, есть это сунна, конкретно указывает на то, что сахабы, сподвижники, они просили дуа за своих родителей, за своих бабушек, дедушек, за своих братьев, сестер. Просили, ученые наши просили. Поэтому здесь этот вопрос, он не обсуждается. Если здесь есть какие-то у нас эти споры, да, здесь не должно быть споров. Поэтому, отрицая это, нельзя закрыть эту тему. Это сунна, это вот это аят, суратуль Хашр, 10 аят. Поэтому не надо забывать. Вот даже вот на прошлом уроке с нами сидел брат Абдуль-Карим Хазрат. Он как раз защищал диссертацию. Как раз вот в четверг он здесь был. В пятницу утром поехал домой к себе, к родным, но не доехал. Так ведь? Ну, все, наверное, слышали. Он с нами был еще в тот четверг, на том уроке. Так ведь? И сегодня его нет. И он тоже, особенно для его близких, да, а мы с ними, вот имамы, хазраты, очень близко общались. Я с ним лично 14 лет дружил. 12 лет мы с ним каждый день встречались, а 2 года уже или по телефону, или так, там раз в неделю, 2 раза в неделю, да. И как бы он у нас тоже встал в этот ряд. То есть он тоже занял свое место. То есть получается, чем ты старше, чем ты теряешь больше вот этих близких людей, ты больше уже посвящаешь свое время, свое внимание именно умершим, усопшим братьям. А они действительно, они нуждаются в нашей поддержке. Мы должны поддерживать их. Мы должны делать дуа, потому что они, когда мы совершаем какой-либо грех, у нас есть возможность исправить этот грех. У нас есть возможность покаяться, у нас есть возможность встать на тахаджуд, поплакаться, попросить у Аллаха прощения. Мы можем садака дать, мы можем сироту погладить по голове, да? Они ничего не могут. Все, и у них там идет расчет. У них расчет идет. Поэтому мы должны отсюда им давать поддержку. Пусть Аллах простит нашего брата, которого мы любили, и, иншаллах, ведет его в райские сады, иншаллах. Поэтому следующая причина — шафаатуль маляикати яум аль-кияма. У нас еще есть
небольшое время. Давайте я постараюсь быстро-быстро завершить эту тему. Ходатайство, заступничество ангелов за мусульман. Судный день. На это указывает два аята. Первый — это суратуль Анбия, там 3 аята получается, 26, 27, 28, где Всевышний сказал: «Вакалу тахадар рахману валяда», и многобожники сказали, что Аллах милостивый избрал для себя ребенка, то есть у Аллаха есть сын. Да? Субхана, пречист Аллах, у него не может быть детей, Аллах один, куль ху Аллаху ахад, лям ялид ва лям юлад, он не родил и не был рожден, да? Субхана, он пречист от этого. Баль ибадум мукрамун, а вот самые лучшие рабы Аллаха, то есть это ангелы, ля ясбикунаху бил кауль, они никогда не обгоняют Аллаха, его слова, то есть они не идут впереди Аллаха, они не говорят впереди Аллаха, так ведь? Вахум би амрихи я'малун, и они поступают соответственно его приказам. И вот Аллах я'ляму ма байна айдихим ва ма хальфахум, Аллах знает их прошлое, Аллах знает их будущее. Валя яшфауна, и эти ангелы не могут заступаться ни за кого, илля лиман иртада, кроме за тех, которым Аллах доволен. Вахум мин хашьятихи мушфикун, и они всегда страшатся Аллаха. И вот здесь Аллах говорит яшфаун, то есть они могут заступаться за тех, кем Аллах доволен. И в судный день, на это указывают хадисы, что ангелы, шафаатиль малаика, ангелы будут заступаться, ва шафаан набийюн, и также пророки будут заступаться, ва шафааль му'минун, и также верующие будут заступаться за верующих. И следующий аят, это суратуль Анбия, сура пророки, 26-28 аяты, и суратуль Наджм, сура Звезда, 26 аят. «Ва кам мин малакин фис самавати, ла тугни шафаатукум шай'ан, илля мин ба'ди ан я'зана Аллаху лиман яша'у ва ярда». И сколько ангелов в небесах не принесет их заступничество пользу ничем, илля мин ба'ди ан я'зана Аллах, кроме как если Аллах разрешит им. То есть никто не может заступиться за кого-либо, если не будет разрешения Аллаха, воли Аллаха. Лимай яша'у ва ярда, для тех, кто он пожелает, для тех, кому он пожелает и кем он доволен. То есть, получается, ангелы могут заступаться за тех, за кого Аллах пожелает и кем он доволен. Поэтому ангелы тоже могут заступаться, и их это заступничество будет причиной прощения грехов. И самое последнее здесь уж рахматуллахи ва афуху ва магфиратуху биля сабаби минал риба. То есть Аллах может прощать грехи своим рабам без каких-либо причин. Даже если никаких причин не было. Вот давайте вот этим завершим, иншаллах, эту тему. Потому что Аллах милостивый, Аллах прощающий. И иногда Он может просто так простить. Вот Он захотел простить, и Он простил. Потому что Он прощающий. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна Аллаха та'аля халака рахма». Воистину Аллах создал милость. Милость, вот это есть милость, рахма, да? Создатель милости Аллах. Миата яума халакаха миата рахма. И в тот день, когда Он создал милость, Он создал 100 милостей, то есть 100 частей милости. Вот получается 100%, да, милости. Фаамсака индаху тис'ан ва тис'айна рахма. И Он оставил у себя 99 из 100. Он создал 100 милостей и 99 оставил. Ва арсала фи халкихи куллихим рахматан вахида. И Он не спаслал всем своим созданием только одну часть из 100. В другом хадисе говорится, что именно из этой милости люди проявляют милость друг к другу, любят друг друга. Что из этой милости лошадь, мать,
поднимает копыта, чтобы не наступить на своего ребенка, на ребенка. То есть даже люди, которые обладают какой-то милостью, да, вот все равно мы же не такие уж все потерянные, да, у нас есть милость, у нас есть сожаление, так ведь, у нас есть милость рахма, так ведь, есть милость у животных, мы знаем, что и у собак есть милость, так ведь, мы знаем, что и у львов, у тигров есть милость, так ведь, например, по отношению к своим детям, так ведь, поэтому вот эта вся милость, которая есть на этой земле, которая есть, существует, живет у его создания, это только одна часть. А 99 Аллах оставил у себя. Это только одна. И посланник Аллаха говорит, «Валяу, фаляу, я'лямуль кафир». Если бы кафир, неверующий, если бы он знал, сколько у Аллаха милости, да, сколько он приготовил милость для своих рабов, да, даже бы у него появилась бы надежда в рае. То есть даже он бы надеялся, что, может быть, что Аллах ведет его в райские сады. То есть вот здесь про какую милость мы говорим? Есть милость, которая присуща только Аллаху. Мы знаем, что качества Аллаха, они не созданы, они вечны. Поэтому здесь речь идет, получается, есть две милости. Это милость Аллаха, она вечная, она не является созданием, она вечная. Это атрибут Аллаха. Аллах ар-Рахман, ар-Рахим. Так ведь? А есть милость, которую Аллах создал. И вот эту милость Аллах разделил на 100 частей. 99 Аллах оставил для обладателей рая, а только одну Он разделил на все свои создания. Вот там не только от Адама, потому что до Адама жили еще животные, так ведь? И до конца судного дня, до конца жизни на этой земле, вот это есть 1% из этой милости. 99% Аллах оставил обладателям рая. Вот это невозможно представить, сколько там милости будет для обладателей рая. И вот, если бы кафир знал бы, сколько у Аллаха милости, да, даже у него была надежда на рай. Но если бы верующий знал бы, сколько у Аллаха есть наказание, потому что есть милость, а есть наказание. Так ведь? Если бы верующий знал бы, сколько у Аллаха наказания, и он бы не был обезопасен, то есть он бы знал, что и он не сможет спастись от ада. Поэтому есть у Аллаха милость, но есть у Аллаха наказание. Этот хадис приводит Бухари Муслим от Абу Хурайра радийаллаху анху. Следующий хадис тоже, машаллах, указывает на... Еще 3 хадиса успеем, нет? Не заснули там? Успеем. Здесь-то им-то совестно спать, они тут впереди. А там, наверное, 3 хадиса, вот машаллах, чтобы завершить тему. Абу Зар радийаллаху анху передает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Я знаю того ахира ахль аль-джанна, духулян аль-джанната». Я знаю самого последнего обладателя рая, который последним зайдет в рай, и последнего обладателя ада, который выйдет оттуда. То есть это самый последний, кто вышел из ада, после него уже никто не выйдет. То есть это получается самый худший из верующих. Так ведь? Потому что неверующие, они не выйдут, они останутся там. Аллах сакласен. У него был иман, у него был таухид, Аллах вывел его. Это самый последний, кто оставил ад, и самый последний, кто зашел в рай. Я знаю его. Раджулюн, и это мужчина, ютабихи яум аль-кияма. Его приведут в судный день. И скажут ему, аариду алейхи сигара зунубихи, покажите ему его малые грехи. Небольшие. Малые грехи. Варфау анху кибараха, и поднимите от него большие грехи. То есть не показывайте ему, да? Поднимите от него большие грехи.
فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ. И тогда ангелы покажут ему его малые грехи. Не большие, а малые грехи. فَيُقَالْ عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. И ангелы начнут говорить: в тот-то день, в такой-то день ты совершил то-то и то-то и то-то. В тот-то день, такой-то день ты совершил то-то и то-то и то-то. То есть каждое его вот это прегрешение начнут ему зачитывать каждое там с мелочами, вот в такой-то день, в такой-то там 15 февраля такого-то года, в такой-то час, вот там, все вот есть, да, ничего не потеряно. И он скажет: фаяхулю наам, он скажет: да, и это я делал, и это я делал, и это. Ля ястати ан юнкира. И ничего не сможет отрицать. Он не скажет, что вот это я не делал, этого я не делал, здесь я не виноват. Он все будет подтверждать и не будет. Но в это время он будет признавать свои малые грехи, но он будет думать о каких грехах? За ним-то еще большие грехи. И он будет страшиться, бояться именно за эти грехи, что сейчас ангелы дойдут до них. Хотя он будет говорить: да, я это делал, и это я делал, и это, но он будет думать: сейчас ангелы дойдут до моих больших грехов. Да, он боялся за это. فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ. И тогда ему скажут, когда будут перечислять его малые грехи, ему скажут: тебе за каждое это прегрешение одно благое дело. Вот за каждый твой вот этот малый грех тебе будет записано одно благое дело. То есть Аллах заменил его дела, прегрешения, на что? На благие дела. На благие дела. Фаякуль, и он скажет: Рабби, кад алимту ашьяан ла араха хуна. О Аллах, я еще совершал такие дела, которых я здесь не вижу. То есть он скажет: у меня-то грехов еще много, где они? Я их не вижу здесь. И когда Абу Зар, который передает этот хадис, он говорит, когда, говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дошел до этого места, он, говорит, так улыбнулся, что мы увидели его крайние зубы, говорит. Мы увидели его крайние зубы, говорит. Пророк, когда рассказывал этот хадис, он улыбнулся, он смеялся, потому что действительно это милость Аллаха. Этот человек, он признал, что у него за ним не только малые, у него за ним еще большие грехи. И когда он их не увидел, он сказал: о Аллах, а я тут не все свои грехи вижу, у меня их еще больше, да? Альхамдулилля, Аллах может просто простить их, потому что Он милостивый, Он милостивый, Он прощающий. И про это мы с вами, по-моему, несколько хадисов говорили, аль-джуханнамиюн, то есть это те, которые оказались в аду, и их тела, лица почернели от адского пламени, да, и потом Аллах вывел их из адского пламени и ввел в райские сады. Это называется аль-джуханнамиюн. И Анас, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что в судный день ла юсибанна акваман, то есть народы, целые племена, их постигнет чернота ада, то есть адского пламени, они почернеют от адского пламени, бидунубин асабуха укубатан, то есть за грехи они понесут наказание, то есть за их грехи они понесут наказание. Thumma юдхилухумуллаху аль-джанната бифадли рахматихи. Но затем Аллах ведет их в рай бифадли рахматихи, то есть посредством своей милости. И посланник Аллаха сказал: юкалу лахум, и их будут называть аль-джуханнамиюн, то есть это те, которые видели ад, и Аллах вел их в райские сады. Поэтому Аллах тоже их простит и введет в райские сады. Также хадис указывает на то, что Аллах может простить грехи просто так, да, без причин. Этот хадис мы с вами читали от Джундуб, радиаллаху ан, или этот хадис я
по-моему, на Джумга приводил. Джундуб, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху сказал, «Анна раджулян каля», что один человек сказал другому, «Валлахи ла ягфируллаха ли фулян». Клянусь Аллахом, Аллах не простит грехи тому-то, тому-то. То есть конкретно скажет, вот ему Аллах, валлахи, Аллах не простит ему грехи. «Ва инна Аллаха та'аля каль». И тогда Всевышний Аллах сказал, «Ман заллази ята'алля алейя ан ла агфира ли фулян». Кто там говорит за меня, отвечает за меня, что я не прощу тому-то. «Фа инни кад гафарту ли фулян ва ахбатту амаляка». Воистину я простил ему и ахбатту амаляка, то есть я уничтожил все твои дела. То есть все твои дела, они просто уничтожены. Ахбатту амаляка, и ты будешь в аду, получается, да? То есть вот Аллах просто простил все грехи какому-то человеку. Поэтому спешить судить кого-то, выносить приговор за кого-то, считать, что ты лучше кого-то, да, ни в коем случае нельзя. Потому что Аллах может простить его, а не простить тебя. И вот как раз самый последний хадис. Этот хадис раваху Муслим был. Следующий хадис, это последний. Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кана раджуляни фи бани Исраиль». Были два друга, два брата из числа Бану Исраиль. То есть это уже сыны Израилева, они жили до пророка, саллаллаху алейхи вассалям. «Вакана ахадухума музнибан валь ахру муджтахидан фил ибадати». Один из них, он совершал грехи. Он был слабым. Он совершал грехи. А второй был муджтахидом. То есть он был муджтахид. Он всегда старался поклоняться Аллаху. Фил ибада, в благих делах. «Вакана ла язалу муджтахиду яра аль-ахира аля дзан». И вот этот муджтахид, то есть который старался все время совершать больше поклонений, больше благих дел, он всегда видел своего брата в каких-то прегрешениях. То есть если он, машаллах, намаз, ураза, там, посты, там, садака и какие-то другие благодеяния совершал, старался в этом, да, делать, усердствовал. Но второго он видел все время каких-то греха. То есть он всегда был слабым, всегда был в грехах. Фаякулю аксир. И он говорил ему аксир, то есть, ну оставь ты эти грехи, оставь эти грехи. Фаваджадаху яуман аля дзанбин. И как-то раз он нашел его опять в каком-то грехе и сказал ему аксир, оставь, то есть эти грехи. И тогда тот ему сказал, халлини ва рабби абу'ithta алейя ракибан. Оставь меня, говорит, у меня есть Господь. Ты что, говорит, отправлен для меня наблюдателем, как ангелом, то есть писать. То есть вот он так ему ответил. И тогда он рассердился на него и сказал, «Валлахи ла ягфируллаха лака». Клянусь Аллахом, Аллах не простит тебя. Вот здесь уже проблема того, да? То есть он, желая, может быть, порицать его, остановить его, он сам даже не почувствовал, да, как он погрузился в больший грех. Он уже начал говорить от имени Аллаха. Так ведь? «Валлахи, клянусь Аллахом, Аллах не простит тебя, ауля ядхуляк Аллаху джанна, или же Аллах не введет тебя в рай». То есть нет тебе рая. В аду будешь гореть, да? Факабада рухахума. И Аллах забрал их души. То есть пришло время умирать, Аллах забрал их души. Фаджтамаа инда раббил аламин. И они предстали перед Господом миров. Вот эти два брата, которые всю жизнь, первый старался, машаллах, совершать больше благих дел, а второй всегда был слабый, всегда первый видел его в каких-то прегрешениях. Да? И вот они вдвоем стоят перед Аллахом. Факаля лихадаль мучтахид. И тогда Всевышний Аллах сказал тому, кто всю жизнь усердствовал в благих делах, акунта би алимен, ты знал меня, ты так знал меня, аукунта алейя ма фи яди кадиран, или же ты обладал мощью над тем, что у меня в руках. То есть, кто тебе дал такое право? Или у тебя была мощь над тем, что в моих руках? То есть,
ты обладал мощью над моим прощением или же над моей милостью. То есть, получается, он же от имени Аллаха судил. Так ведь? И Аллах спросил у него так. «Факаля лиль-мудниб». И Аллах тогда обратился к тому, кто совершал грехи. «Идхаб фадхулиль джанната бирахмати». Иди и войди в райские сады бирахмати, посредством моей милости. Миним рахматим билан. «Факаля лиль-ахир». И тогда Аллах сказал второму: «Идхабу бихи иляннар». То есть он сказал ангелам: идите с ним в ад. Идите с ним в ад. То есть ступайте с ним в адский огонь. В адский огонь. Вот поэтому Аллах может простить. Аллах прощающий. И не надо решать за Аллаха. Потому что Аллах может простить. Иногда шайтан может наущать. Может показать, что ты вот лучше. Машаллах, что ты вот больше усердствуешь, больше садака даешь, больше намазов читаешь, ты больше в мечети, а кто-то, да, твой брат, может быть, он слабее тебя, и ты начинаешь осуждать его. Я не говорю про насихат. Я не говорю, что да, ему надо насихат делать, но я говорю, что когда у человека ауджиб появляется, высокомерие, и он начинает уже выносить приговор. Он такой, тебя Аллах не простит, ты будешь в аду. Нет, это Аллах будет решать. Аллах прощает. А вот этого, за то, что он так сказал, он сказал: «Идхабу бихи иляннар», ступайте вместе с ним в ад. Этот хадис сахих, раваху Ахмад, Абу Дауд, от Абу Хурайра радийаллаху анху. Ну, давайте на сегодня достаточно. Джазакумуллаху хайран. Субханакаллахума бихамдик, шаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.